Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала Якутия-24. Старая добрая программа «Один из нас», которую вот уже много-много лет, почти 10, веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И сегодня одни из нас, замечательные люди, которые накануне инициированного нашим телеканалом, и мной в том числе, мероприятия, которое называется «Велодень Якутия-24», так или иначе связано с вопросами безопасности транспортной составляющей вот того замечательного явления, которое придумал человечество, уже 100 с лишним лет велосипеду, 150 почти, да, и весь этот период был так или иначе связан с тем, что люди обеспечивали безопасность. То есть велосипед – это велосипед, средство передвижения, не роскошь, как говорится. Хотя цены на нынешние велосипеды меня пугают, да, и говорят, если велосипед стоит 500 тысяч, то сколько может стоить автомобиль? Я представляю гостей, заместитель начальника управления ГИБДД по Республике Саха-Якутия Александр Петрович Кехтер. Здравствуйте. Здравствуйте. И один из активистов велодвижения, человек с бархатным голосом, Евгений Никифоров, АК «Мастер Ник». Человек известный, скажем так, не в узких кругах, а по всему велосообществу. Человек занимается хорошим очень делом, вводит туристов в организованные походы. Это одно из направлений вот как раз велодвижения, которое дает здоровый образ жизни, это дает очень сильные эмоции. Представьте оказаться где-то на Восточном Хандыге на велосипеде. Шикарно. Не на машине, где ты боишься, как мне шаровая не вылетела бы, а тут всего-навсего велосипед. И в свое оправдание я скажу, что с Евгением и с Ильей Петровичем Макаровым мы где-то в нулевых годах, в 2005-2006 начинали вот это вот движение, регистрировали первое общественное движение Федерации велоспорта, и поэтому для меня возвращение в велотему – это, скажем так, дело привычное. Я посмотрел, как обстоят дела у молодежи и так далее. Начнем с небольшой такой капельки дегтя. Да? Евгений прославился тем, что очень много интернет-ресурсов подхватили его, на самом деле не критическое, а как у нас говорится, у нас же есть культ везде вот этих джамшутов там и так далее, и так далее. Да? Мы смеемся над этими персонажами уже лет так 20. И начальника там мы кухню красим и так далее. И вот это дело он спроецировал на самом деле на велодорожки, которые пролегли по новому проспекту Ленина. В рамках реконструкции проспекта Ленина наконец-то были учтены, скажем так, интересы вот этой вот части. Это конечно, не колясочники, не мамы, но это все-таки альтернатива городскому транспорту. Безусловно. Давай, вот небольшое твое тронная речь. Почему Ребят, ты раскритиковал? На самом деле критики было минимум, это была констатация фактов. Дело в том, что, во-первых, я надеюсь, что это был черновой вариант велодорожки, то есть, скорее всего, она доведется до ума, но на тот момент человек, обычный городской житель, велосипедист, посмотрев на велодорожку, мог просто прийти в шоковое состояние. Она ведь была вся залита водой. И нетрудно представить, что бы произошло, если бы велосипедист или несколько велосипедистов пронеслись бы по ней на большой скорости, разбрызгивая это все вокруг, обрызгивая пешеходов, себя, прохожих и так далее. А здесь смотрите, в чем фишечка. Дело в том, что появление велодорожки – это, безусловно, замечательное событие, это просто супер. Но появление велодорожки, оно обязывает велосипедистов двигаться по велодорожке. То есть, как мы знаем, что велосипедист должен в приоритете двигаться по велополосе и по велодорожке, велополоса, привет. А вот при отсутствии велодорожки можно двигаться по правому краю проезжей части. Таким образом, видя велодорожку на проспекте, мы должны, согласно правилам, двигаться по велодорожке. Что, безусловно, требует, чтобы велодорожка была в надлежащем состоянии. И вот это вот ее состояние, оно мне показалось на тот момент не очень хорошим. Опустим давайте сейчас моменты, когда велодорожка будет занята колясками, родителями. Дамами-собачками. Дамами-собачками. Не удивлюсь, если машинами. Вот всяко бывает. Это наш город. Здесь мотоциклами, припаркованными мотороллерами, самокатами. Да. Безусловно. То есть здесь нам еще предстоит два сезона находить компромиссы вот с другими участниками движения, с пешеходами в том числе. Но на данный момент велодорожка была затоплена после небольшого дождя, и я подумал, что надо немножечко все-таки дать огласку этому событию. Акцент придать. Акцент, да, вот именно, что вот есть велодорожка, это безусловно здорово, это просто прекрасно. Кстати, вот по самой велодорожке, сразу чуть-чуть отойду от темы, велодорожка, она продолжается от площади Дружбы до площади Орджоникидзе. То есть она немножечко
не побоюсь это слова бессмысленно. То есть велодорожка, она имеет преимущество, имеет смысл, когда это единая система, когда велосипедист, может попасть из одного пункта в города в другой посредством велодорожек. То есть сейчас что мы имеем? Человек садится на площади Дружбы, катится по велодорожке, которая, между прочим, как-то вот там коррелируется по двум сторонам, и попадает на площадь Орджоникидзе, все, привет, финиш. Не попадая на проезжую часть. Не попадая на проезжую часть, это очень важно. То есть вот кусок велодорожки, будем надеяться, что это только начало огромной грандиозной сети велодорожек, которая свяжет основные улицы города, и они будут сделаны согласно ГОСТам, согласно вот всем требованиям, будут безопасны для велосипедистов, безопасны для пешеходов и, самое главное, позволят снизить количество велосипедов на самых загруженных улицах. То есть проспект, безусловно, я думаю, будет самой загруженной улицей после ремонта. И велодорожка, конечно, призвана оттуда немножечко оттянуть поток. Это все очень хорошо. Мы будем следить за развитием событий и надеемся, что велодорожка придет вот в нужное состояние. Александр Петрович, ну согласитесь, что элемент общественного контроля, да? Да, согласен. Нормальное же явление. Да, это очень приятно, что есть такие люди, которые действительно следят, потому что у нас есть и не только велодорожки, Безусловно. есть другие объекты, которые также заслуживают особого внимания. Вы сами это прекрасно понимаете. Конечно. Причем не только, скажем так, велотранспорта, также пешеходных переходов, в частности их приведение в соответствие, да, разметка та же самая. Тоже вы все являетесь участниками дорожного движения, видите, да, насколько сейчас актуальный этот вопрос, чтобы максимально люди были информированы. Не только велосипедисты, да, скажем так, как тоже участники, а все участники дорожного движения, начиная с автомобилиста и так далее. Да, здесь, конечно, это приятно, и мы готовы тоже поддержать в любом случае, потому что наша работа уже заключается, надзор уже после, скажем так, сдачи этих объектов, да. Основной надзор в рамках строительства, ремонта, реконструкции у нас заказчиком является администрация города Якутска, поэтому вот я думаю, они услышат вас, я уверен, что они примут меры и выправят это положение. Но также хотелось бы, чтобы в дальнейшем, да, вот именно в развитии города, у нас же основная часть города в чем заключается? Он у нас развивается, да? Но можете посмотреть, да, у нас развиваются жилищные, скажем так, здания, да? А улично-дорожная сеть зачастую остается в том состоянии. На прежнем же уровне. Конечно. Если даже не сказать, что она сужается, что она уменьшается. Вот, что она, по сути. уменьшается. Поэтому здесь бы, конечно, вот если взаимодействие найдут, да, администрация там внутри себя там вот эти. Я просто не особо разбираюсь в их департаментах, да, насколько у них там они, кто за что отвечает. Но вот если они объединятся и изначально будут закладывать, да, будут знать, что вот здесь будет строиться жилищный комплекс, они будут продумывать уже оттуда выезды, въезды, инфраструктуру безопасную, разделение потоков даже у нас. Вообще, если мы разделим потоки, да, потоки велосипедистов, движения, пешеходов, транспорта, то я вас это уверяю, резко повысит просто безопасность. безопасность будет, можно сказать, ну, не на нуле, она все равно будет, как бы, там есть разные у нас, скажем так, моменты, но я уверен, что она в 2 раза минимум, она у нас улучшится, понимаете, и люди останутся живы. В первую очередь, конечно, это зависит от той инфраструктуры, от дорожной сети, прежде всего. Когда... У меня до того, как я получил травму, меня на отрезке 8 километров пустынного Намского тракта сбила одна единственная машина, которая выехала. Просто управлялась она в свое время нетрезвой девушкой. Да. Ну и с того момента я как бы... Ну вот перед тем, как меня сбила машина, я планировал просто маршруты такие, попасть в Чехию, и там же вот очень развитая сеть велодорожек, да, и пройти радиальный маршрут там, в Вену, был такой план, в Германию и так далее. В принципе, было осуществимо все. Я бы хотел, на самом деле, чтобы и здесь у нас, поскольку сейчас момент такой санкций, очень развивается внутренний туризм и так далее, что у нас... Это лето показало, что огромное количество людей, они нуждаются вот, в активных формах времяпровождения. Одним из них является, конечно, велотуризм. Да? Чтобы и велотуризм был безопасный, еще раз говорю, нужна инфраструктура. У нас статистика, к сожалению, пополняется. Да? Да. К сожалению, печальная статистика. Да. Дело в том, что в июле у нас погиб ребенок на Можайского.
Это на самом деле послужило вот этим отправной точкой тех усилий налаживания межведомственной связи, которые завершатся 4 сентября, Велоднем. Да? Вчера буквально мы записываем в среду, во вторник пришло печальное известие, что на 698-м, по-моему, Да, километре, да. Да. Это Вилюйский улус. Да, это Вилюйский улус. Человек, передвигаясь по дороге общего пользования, стал жертвой ДТП. Вот здесь вот очень много, на самом деле, регламентирующих моментов. То есть велосипедист как явление, то есть человек выбрал не автотранспорт, не общественный транспорт, он выбрал велосипед. Он может проехать из пункта А в пункт Б. Абсолютно беспрепятственно. Это Конституцией не запрещено. Согласен. Конечно. Правилами дорожного движения Да, тоже Тоже не да. запрещено. Придерживайся правой стороны, езжай. Но ты должен быть в защите. У тебя должны быть минимум катафоты. Минимум, да. Но и в то же время сейчас жилет у нас обязательно. Да. Жилет Светоотражающий. Да, он Светоотражающий. обязательно, да. Элемент. ПДД включили его. Да, вот на что бы тоже хотелось обратить внимание. Вот одной из причин, да, про трагедию в Вилюйске, которая произошла, это вот как раз-таки отсутствие жилета, да. всё верно. И встречный транспорт ослепил водителя, у которого были документы в порядке, он был абсолютно трезвый. Федеральная дорога, скоростной режим 90 километров, понимаете? И вот как Он раз просто вот не заметил. Просто он не заметил. Да, и он, конечно, это видно, но вот именно до населения, не только вот в городской агломерации, да, а по всей республике надо вот этот процесс донести. Да. И тогда, если будет жилет у велосипедиста, то он в темное время суток в разы увеличит Ну, вероятность видимость, просто понимаете? сократится существенно, Да, что человек да. будет... Поэтому вот жилет это... Это обязательно жилет или это могут быть элементы световозвращающие? Это для нас главное, чтобы было видно велосипедиста, да? Но по правилам дорожного движения обязательно жилет. Жилет. Да. То есть у нас, смотрите, программа не только теоретически рассуждает, что мы можем сделать для повышения безопасности, для развития инфраструктуры и вообще для развития явления как такого. Практический совет от Александра Кехтера номер 1. Правилами предусмотрено обязательное ношение жилетов темное время суток. Темное время суток. Это регламентируется и для водителей, Конечно. которые выходят на обочину Да, стали. да, То же самое, да? То же То же самое. самое. Жилет первое. Ну и второе, чтобы велосипед соответствовал, то есть катафоты впереди, сзади. Да. И желательно, конечно... Ну, в идеале это активный свет. В идеале да, то есть, активный свет. Конечно. У нас же вот велосипедные фары же есть. Да, Просто, да, есть габаритные огни какие-то там. да, мигалки там сзади какие-то. Да, вот ну эти катафот даже, да, вот обычный катафот светоотражающий, он же... Он Это виден. уже в темноте на информирует, расстоянии да, от фар он видно очень. заметность очень Александр Петрович, хорошая. инфраструктура, окей, хорошо. Но у нас же должно поменяться... Мы меняем сознание водителей вот уже на протяжении почти 20 лет. Да? Пытаемся менять, воздействовать дружески. Да? То есть, смотрите, есть масса сейчас велосипедистов, включая школьников, дошколят даже. Да? Я видел, как один из инспекторов тщательно, и выбирая очень выражение, очень хорошо, отругивала несовершеннолетних, которые вот на маленьких велосипедах выехали и собирались переезжать даже через пешеходный переход. У нас есть сознательная часть велосипедистов, да, которые, они все абсолютно в катафотах, в светоотражающих элементах, носят защиту, на пешеходках спешиваются. Вот У это нас есть правильно. несознательная часть. Вот наряду с, я бы не сказал борьбы, да, в смысле, что предлагаем? Ну, здесь, знаете, я бы предложил... Какие меры воздействия все-таки? Ну вот в Министерстве образования, да, у нас мы взаимодействуем с Министерством образования Республики. Конечно, хотелось бы больше охватить, да, территорию, скажем так, взаимодействия. Мы ввели 104 у нас городка специальных для обучения правилам дорожного движения на детей, начиная со школьного возраста. Также в дошкольных учреждениях тоже у нас есть такие городки. И вот мы сделали график в республике, да, по всей республике, и уже совместно с сотрудниками департаментов образования, ну, в основном это педагоги, учителя наши, которые вот непосредственно до детей могут донести, да, информацию, чтобы она уже впитывалась с малого возраста. Ну и с участием наших руководителей госавтоинспекции мы проводим занятия. И у нас есть, ну, я еще раз говорю, мы утвердили график, да, и вот согласно этого графика проводим занятия. Но хотелось бы, конечно, чтобы в телевидении, да, в данный момент больше освещался. Причем, как мы говорим, да, чтобы это было интересно зрителю.
Ну, подача должна быть да, интересная, то есть, да, конечно. у нас, видите, основной момент заключается в чем? Вопросов нет. Мы там в рамках рекламы, да, взаимодействия с телевидением также. Пропаганда. Да, по пропаганде безопасности дорожного движения. Но у нас зачастую заинтересованность людей другая. Ну да. И подача, соответственно, другая. Вот хотелось бы как-то вот этот момент нам отработать. Вот мы сейчас над этим работаем, да, в этом году будем закладывать, посмотрим, как он в этом году, на 23-й год я имею в виду, чтобы в 23-м году это уже развивать, постараться развить. Здесь отработать. Ну и, конечно же, с Министерством образования. Мы с ГКУ, управлением дорог, с Министерством транспорта, они у нас являются, как бы у нас сейчас проект идет «Безопасные и качественные дороги». Вот в рамках этого проекта, конечно, вот можно внести предложение, там, на каких улицах. Да, Вот, да, мы можем просто... да, установить велодорожки, Да, да, чтобы да. они уже включили это в контракт, в организацию дорог. Закладывали в проект Да, изначально проекты, уже, да. конечно. И до 2030 года эта программа будет идти, понимаете? Вот сейчас как раз надо вот этот момент Усилить. да, усилить, но в то же время не торопиться. И именно сделать так, чтобы это действительно потом принесло пользу. Вот если это действительно пользу принесет, тогда можно этим, скажем Ну, так, да, гордиться, да? да. Те, кто развивал, делал, участие принимал в этом проекте. Вот смотрите, на уровне Госдумы сейчас идет, ну, тоже не борьба, а попытки регламентировать движение на самокатах, электрических Да, самокатах, да. которые, ну, они достаточно мощные же, в принципе. Согласен, да. Но как явление на проезжей части это шок для водителей. Ну, это нелепость, да. Это Не только для водителя. не только для водителей, да, для самих самокатчиков, наверное, тоже. Это даже для велосипедистов шок. Мы тут сидим, трое мужчин такого достаточно крепкого возраста, и у нас у всех был первый велосипед, наверное, школьник, да? У всех практически. Да. Кама, там, школьник, Олимпийц у меня был. орленок. С медвежонком, я помню. Смотрим. А помните, в советское время был учет велотранспорта? То есть Да. был же даже велосипедные Было. номера были. Водительская даже выдавалась. Там книжечка такая велосипедистам. была. Да. А не затрагивая, скажем так, высоких дядей и тети на уровне Госдумы, могут ли муниципалитеты ввести какое-то регламентирование в части налаживания? Ведь муниципалитет тоже заинтересован в том, чтобы его жители не гибли. Да, согласен. Здесь надо вот основной закон изучить, понимаете? Так я сразу не могу сказать, да? Да. Но если этот вопрос проработать с министерствами, выйти с предложением в ЛТМН, Если грамотно создать всё закон, продумать, да, да. почему нет? Инициативу проявить. Да. И я думаю, единственное, знаете, если даже они какую-то ответственность, мы же должны вносить, да, если да. не получает он этого водительского, либо, ну, я думаю, даже школьнику, да, если он обучается на велосипеде в школе, и ему будет приятно получить этот У первый, него просто есть первый какой-то... документ. Первую да, корочку. да, Да, конечно. понимаете? То есть он гордиться этим будет. Да, вот его бы заинтересовать, конечно, я уверен, что большинство ребят будут к этому как бы положительно. Но остается относиться. призвать инспекторов ДПС, да, которые... Вот человек приходит вообще в образовательное учреждение, в школе, допустим, есть вот этот велодром, как вы говорите, да, он проходит там энное количество часов, с инспекторами общается, с преподавателями, получает значок или там удостоверение, да. ну, бейджик какой-нибудь, Да. да, о том, что он прошел Обучение. практикум в городке, автогородке, к примеру. Да? И чтобы инспектора, скажем так, при каких-то движениях... Это не касается только инспекторов ДПС, это касается и обычных полицейских, которые... Ну да. Мы смотрим еще раз явление. Мы же рассматриваем велосипед как явление. У нас по кражам, да, собственности на первом месте не утюги, Согласен. не кипятильники, не телевизоры. Да, не квартирные кражи, да? Квартирные кражи. У нас велосипед. Да. Это номер один Да, в краже. да. То есть и облегчило бы работе того же межмуниципального управления. Да, согласен. Здесь во многом бы облегчило. Но тут вот я еще раз повторюсь, здесь насколько это... Надо же понимать, чтобы это не усложнило позицию, да, обычных Конечно, да. любителей, да, а наоборот улучшило. То есть чтобы им было не ходить вот там
ставить на учет этот велосипед, Да, правильно? платить какие-то взносы, Да, например, если это да. в магазине сразу выдали документ, да, вот это другой разговор. Но когда, допустим, его заставляют, останавливают, привлекают, ну это совсем Да, другое. конечно, Здесь конечно. не хотелось бы этого делать, потому что, ну, у нас достаточно и так много Бюрократии в этой да, жизни. Да, поэтому здесь лучше бы, наоборот, это как-то Принизить. ну, не Ну, не принизить. принизить, Упростить смягчить, до минимума, да, смягчить, да. Да, упростить, чтобы это было Удобнее. максимум удобно гражданину, Мгм. детям, ну, Верно. вообще в целом. А так, конечно, если продавцов обязать, да, велопродавцов, которые продают велотранспорт, обязать, то, конечно, если они при этом выдают документ, и инспектор, допустим, остановил велосипедиста, попросил этот документ, он ему показал, то, конечно, нас облегчает, во-первых, нам не надо это по информационным системам смотреть, да, в разы время сокращает, не надо доставлять, допустим, если какие-то сомнения возникли, того же участника дорожного движения. Поэтому и это сократило бы время Безусловно. именно присутствия сотрудника ДПС на дороге, понимаете? То есть, когда он занимается кражей, да, допустим, проверяет на факт кражи, то он находится в отделе полиции, но не на дороге, допустим. Они по информационным системам проверяют. Александр Петрович, вот когда мы начинали все это движение, мы сталкивались, ну тогда еще, лет 20 тому назад, сталкивались с такой позицией инспекторов, что велосипедистов, которые, ну, согласно правилам по правой, их гоняли с проезжей части. То есть ваше место тротуара и все тут, да? Да, да, было такое? было, да, конечно. А сейчас уровень информирования, уровень подготовки инспекторов позволяет адекватно, согласно и правилам дорожного движения, согласно и, скажем так, городских перевозок и прочего, ну, констатировать место велосипедиста на дороге. То есть это либо в отсутствии велодорожки, в отсутствии их. Согласен, да, конечно. Правая сторона Конечно, проезжей конечно. Инспектора полностью осведомлены, они инструктируются у нас ежедневно. Также у нас занятия проводятся с молодыми инспекторами, закрепляются более опытные сотрудники. Но, конечно, у нас омолаживание, конечно, серьезное сейчас идет, да? Но и в то же время мы видим, что специалисты есть достаточно достойные, даже не выпускники профессиональных именно вузов МВД, да, а выпускники других институтов тоже очень хорошо себя проявляют в работе. Нет, И нас- Но здесь вот парадокс еще, ребята, в том, что большинство, ну не большинство, но какая-то часть водителей считает, что велосипедист должен Не двигаться должен по находиться тротуару. на Да, дороге. понимаете? То есть, когда тебе говорит водитель со стажем, видно, что там пожилой какой-то дяденька, и говорит, кыш с дороги, ваше место тротуар. Ну, ребят, получается, здесь пропаганда среди водителей какая-то тоже должна Тут не происходить. только пропаганда, тут в таком случае должно Пересдачи, быть через обучение, нет, обучение, да. чуть У ли нас же нет. есть образовательные учреждения, Да. которые подготавливают водителей, правильно? Они преподают Да. правила дорожного движения, все полностью, без исключения. Они обязаны это знать. Конечно, Но трамваи, если этот- велосипеды, там, Да, всё, если что этот есть. водитель пренебрег там, да, своим знанием и указывает обратное, то... Тут уже возникают Да, вопросы, да. ну как? Не, а смотрите, представим ситуацию, да, возник конфликт на дороге, водитель утверждает, что место велосипедиста на тротуаре и так далее. Средствами видеофиксации обычно это простой телефон. Ну да, Ну, да. сейчас, Велосипедист зафиксировал это движение. Он может подать обращение, Конечно, в любом случае, да. что со мной неправильно поступил Да, другой участник согласен, да. дорожного Ну да, движения. да. Мы же на пьяных, Зачастую в грубой форме, причем это происходит. да, на пьяных и прочих, Да, если это грубо зафиксировано, нарушающих же, да. конечно, да, у нас все это фиксируется в соответствии. У нас есть свои нормативно-правовые акты, Да, в частности 736 приказ. Все это регистрируется, и проверка проводится по данному обращению. Практическая Течение польза от нашей программы номер 2. Замначальника ГИБДД по Республике Саха рекомендует все конфликты решать методом обращения в соответствующие регулирующие органы. Да. В нашем случае это Государственная инспекция по обеспечению Конечно. безопасности дорожного движения. Кроме усиления вот этой, опять же, борьбы, работы с водителями, да, сознания водительского, мы перейдем к самому главному аспекту. У нас летом проводится акция «Спешка». Да? Очень много при поддержке Да, управления да, ГИБДД, офицеров отдела пропаганды. Просто представим ситуацию. Вот ты же не тоже автомобилист. Мы, к примеру, поворачиваем направо, а тут пешеходка. И даже когда, если пешеход, он не нормальным шагом, а просто пробегает, мы за стойками там, и так далее, мы не успеваем его заметить. Да, Согласен. да. такое Согласны? есть, да. Конечно. Что уж говорить о велосипедистах, которые раза в 2, наверное, быстрее, Быстрее. чем Да, передвигаются. Да.
Вот этот момент, Жень, ну Вот здесь какая работа проведена? Смотрите, да. Сколько народу удалось обучить? отработано, скажем так. Смотрите, я приведу здесь маленький примерчик такой. На днях я гулял по городу, переходил улицу, и ребята, пацанята, буквально, может быть, ну, класс 3-4, на больших велосипедах не по размеру, они подъехали к переходу, и когда загорелся зеленый свет, они 2 из 3, они поехали, а вот один мальчик, он просто слез и пошел пешком. Он катит велосипед и переходит. То есть, понимаете, как друзья его переехали, они даже скрылись там где-то за поворотом, а вот он идет, он не поехал за друзьями, то есть он не подумал, что его будут считать слабаком, да, ну что ты не переезжаешь, там медленный. То есть в таком возрасте, я думаю, что в него заложили это родители. То есть один из мощнейших инструментов пропаганды, вот именно воздействия на человека, это родители. То есть когда тебе говорят родители, что сын, вот это вот плохо, это правильно, это вот спешиваться на велосипеде, это, знаете, это, на мой взгляд, вообще элементарно, как руки помыть перед едой. Это как сказать там спасибо, если тебе что-то сделали. То есть это должно вноситься в организм, в мозг ребенка с детства, с измальства. То есть очень радует, когда ты видишь в городе родители, они, во-первых, идут в шлемах, и ребенок там такой карапуз, он в шлеме, понимаете как? И он даже слез с беговела и катит его рядом кое-как. Или трехколесный велосипед, и родитель идет рядом и показывает живой пример. Вот я считаю, одним из мощнейших инструментов все-таки школы, да, вот эти все обучающие центры, это здорово. Но когда у тебя в семье соблюдают правила, и ты, глядя на них, соблюдаешь их, и тебе не стыдно считать себя там тем, кто не переезжает, да, то есть наша задача вообще сделать так, что те, кто переезжает переходы, они бы чувствовали себя неуютно, чтобы они считали, что они, ну, не изгои общества, но они ведут себя неправильно. Сейчас, когда мы видим стайку детей, и все переехали, и ребенок думает, ну, они переехали, ну, а что я буду, да? Ну, такой детский такой рефлекс. Александр Петрович, а прикиньте, Вот. как облегчило бы жизнь, допустим, наличие велосипедного номера, да? То есть камеры же у нас Фиксация. много сейчас где, да? То Да, есть, согласен. нарушение, бацка, номер засветили, и на кого зарегистрирован велосипед. Ну, Кстати, это было бы интересное легче. предложение, да. Я Да. думаю, большинство бы родителей, да, они бы тоже Ну, детям это, объясняли, да. что Письма необходимо счастья, когда приходят, да, да, именно конечно, на да. родителей, конечно, это было бы То есть ответственно, вот серьезно. дополнительный был бы такой рычажок давления на вот поведение ребенка, например. Что касается акции «Спешка», про которую, да, мы говорили, мы провели ее вот в честь тех печальных событий, которые произошли. Смысл был вкратце в том, что мы взяли флажочки, наклейки «Спешка», и велосипедисты, взрослые уже, дяди, тети, многие с детьми приехали, разошлись по перекресткам, мы ехали по тротуарам, и, пересекая дорогу, мы спешивались и переходили. И понимаете, как происходило? То есть часть людей, велосипедистов, глядя на нас, они начинали тоже идти пешком. Но были такие, которые просто вот включали Игнорировали. броню, игнорировали, даже их приходилось осаждать. Дружище, ну здесь же пешком. Ну отстаньте, я спешу, там, ну и что там, машин же нету. То есть здесь смысл не в том, что машин нету, я все держу на контроле. Это просто нарушение правил элементарное. Ну то есть понятно, да, там где-то пространство свободное, видно, человек думает, а что, кто меня собьет? Согласен, Но да. таким образом он просто подает пример тому, кто ребенку, который рядом едет, другому велосипедисту. То есть, глядя на нас, ну, если хотя бы какой-то процент велосипедистов, ну, 5-10%, увидев, что взрослые люди переходят и начали переходить пешком, ну, это несложно, ребят, ну, секунды, они ничего не решают в этой жизни. То есть, я думаю, если эту акцию делать, как-то периодичность какую-то завести, весной, осенью, в начале сезона, летом, при поддержке вот... У нас же на Можайской вот трагедия случилась Согласен, как раз при нарушении вот этого. Это именно самое вот элементарное именно правило ребенок нарушено тоже было, да, не да. спешился, и вот какая трагедия. Ну, там еще дополнительно было много Ну, нарушений, нюансов, честно да, вам скажу. да. Но мы с 2016 года, да, в управлении ГАИ боролось, чтобы именно потоки транспортные и пешеходные были у нас разделены. Разведены, да. Понимаете, Да. чтобы для всех пешеходов вот в 4 направления у нас, допустим, на перекрестке горел зеленый свет, а всем водителям был красный. Прошли пешеходы, водители поехали. Ну, по очереди, да? Но, к сожалению, даже был выигран суд у нас, судебное решение было, ФССП направляли, да, Федеральную службу судебных приставов, чтобы это решение было исполнено. Ну, опять в 2019 году у нас ГОСТ поменяли. И опять теперь это Вернули необходимо. всё как... Да, теперь у нас ввели белолунные сигналы светофора. да, Вот да, да, видели. Что за новинка это, Александр Петрович? Давайте. Ну, данная новинка создана, разработана, она прошла тестирование, да, определенное, что она имеет эффективность в этом. Но
насколько эффективно. Мы сейчас проверяем, да, в нашем регионе у нас, скажем так, половина таких светофоров, которые по ГОСТу у нас предусмотрены, мы оборудовали. Мы один, кстати, из первых регионов, которые действительно, да, Массово внедрили. да, это. потому что мы пытаемся идти уже в ногу со временем, ГОСТы, да, мы непосредственно стараемся отрабатывать. И приятно, что администрация города тоже нас слышит, но немножко бывает у нас, где там широковато, но мы все равно понимание имеем, да, в частности в этом, там, в связи со сменой руководства. Данный сигнал информирует водителя о том, что возможно появление пешехода справа. Да, вот как раз та ситуация, которую я описывал. Да, и он как раз должен, вот именно это мигание, оно должно не отвлекать там водителя, а именно предупредить. Ну, то есть дополнительное внимание Да, привлечь. дополнительное внимание получается. привлечь, да, и чтобы водитель уже был готов, что возможно, как вы говорите, Ну, кто-то из-за стойки сами да, бывает, да. не каждый видит, Конечно. посмотрел, убедился и уже начал движение, понимаете? Вот для этой цели. Чтобы там кто ни говорил, но ГОСТом предусмотрели, мы другого не можем, понимаете, в рамках надзора что-то порекомендовать. Мы можем порекомендовать, да, в рамках строительства, допустим, также там включение камер фотофиксации на той же объездной дороге, где у нас они отсутствуют, да, где зачастую люди пренебрегают также правилами дорожного движения, в частности скоростным режимом, и у нас Да. происходят летальные события. Но сейчас отрабатываем. Также Министерство транспорта тоже у нас этот вопрос на контроле держим. Ну, главное же там, понимаете, не заработать, как вот люди думают, да? Тут главное, чтобы люди соблюдали правила Да, дорожного движения, да, не верно. не превышали, потому что эти последствия приводят к гибели. Да. И потом те же родители, я не знаю, семья может у человека, это же все трагедия для них. Мы зачастую это не видим, да, как это происходит. Ну, вот из 58 погибших в республике, вот, да, вот на сегодняшний день Да, 58 погибших, это же большое Это количество. страшно, да. Причем основная масса там у нас от 34 до 45 лет, понимаете? Молодые. Да, очень молодые. Если ребенок у нас один, да, вот на Можайском, тут, и как бы и не надо нам больше вообще. Наша основная задача — сохранить жизнь. Да, да. Вот. И эта задача должна быть у всех, и у администрации, и у нас, и у всех структур, начиная там с Минобра и так далее, чтобы... Абсолютно согласен с вами, Александр Петрович. На самом деле хотелось бы призвать ваших сотрудников, подчиненных, к тому, что смотрим, как у нас боролись с непристегнутыми ремнями. Помните в свое время, вот, лет 10 тому назад, вот когда появились штрафы 500 рублей, да? Ну, прошло полгода. Начали штрафовать вот на эти 500 рублей, людям просто надоело платить эти 500 рублей. лишние штрафы. Лишние Да? штрафы, да. И процентов на 30, по моим подсчетам, да, если статистика, возможно, больше по стране, начали пристегивать. Да, Да. да. То же самое я, в принципе, хотел бы привлечь. Вдруг, если инспектор окажется на перекрестке, на участке дороги, где произошло неспешивание и так далее, пусть не поленится и примет меры воздействия на того нерадивого велосипедиста, который мы за него, потому что он дискредитирует полностью все сообщество. Да, верно. Согласен, да. То есть, Согласен? видя, что Да. один нарушает, думают, что Да. все велосипедисты, они ведут Там себя цепочка неадекватно. уже Конечно. как бы может начаться, и мы можем с помощью... В свое время был тренд такой очень хороший, да, инспектор ДПС, это чуть ли не супермены, они поставят бабушек, они там Они есть. пожарных, Такие, да. Ну, это и сейчас. пожарным Это и помогают сейчас и так это есть. далее. Да. Да, это и сейчас есть. Отлично, вот этот тренд сохраняется, очень хороший на самом деле. Пусть они, еще раз говорю, вот с душой как бы это, потому что ребенок на дороге, это, ну что он не мой, да? Он чей-то, у него есть мама, папа. Согласен, да. Это точно. А какие меры формально можно применить вот к этому нерадивому юноше или девушке? Ну, административной ответственности мы точно никакой к ним Просто не можем. предупреждение, Просто да? предупредить, да. Это максимально, что мы к детям можем делать, да. Но здесь тоже вот я бы согласился больше как вот в семье, да. К родителям можно. Да. То есть это вообще эти административную предупреждения ответственность. можно избежать, если изначально у ребенка будет настрой, Да. что нельзя этого делать. То есть мы просто Можно, причину да, устраним. можно к родителям, но наша основная задача же не привлечь, понимаете, наша, чтобы он понял. Да. Вот, если он поймет,
то, конечно, если там суровый дядька, да, помните, я в детстве, я помню сам, ну, когда маленький был, если я видел милиционера, тогда... Вот уже у тебя страх такой сразу Ну, возникает. не страх, у меня хотя бы Уважение и элементарное. авторитет, да, Да, к этому да, еще. да, И да. страх тоже был. Ну, был, Это да. естественно. Его никуда не спрячешь, но такое было время, да? Ну, и в то же время для нас было одно, одно слово, да, вот сейчас мы пройдем в этот отдел милиции, и это уже, Это работало. да, это работало качественно. Вот хотелось бы, конечно, чтобы эта работа в дальнейшем была, и чтобы люди тоже, ну, больше доверяли. И, конечно, большинство населения у нас в республике, да, вот я заметил, приятно, что они пытаются, да, ну, соблюдают ПДД. Я вижу, я тоже так же двигаюсь по-другому. Есть, которые не соблюдают, да, действительно. Но у нас же есть, ну, здесь, конечно, человека. Вот я вам пример один вкратце расскажу. У нас был пешеход, его 3 раза к нему применяли меру воздействия, не переходить в неположенном месте. В итоге его сбила машина, и он погиб. Вот, и опять на этой же улице, где его неоднократно привлекали. Понимаете? Вот человека не убедило. Хотя не стали там штраф какой-то, да, выносить по деньгам. Предупреждение там, выносили, тратили время, разъясняли ему. Ну вот итог, понимаете? Вот здесь тоже вот такие факты тоже у нас бывают. Мы их отслеживаем, конечно, и в дальнейшем пытаемся уже, раз человек просто предупреждением не ограничивается, Ну, уже да, принимать уже тогда и административную ответственность. Ну, Может, конечно, второй, сознание третий раз. у него проснется, да, и он какое-то все-таки решение для себя определенное сделает, вывод. Ну, я как организатор вот этого грядущего масштабного, на самом деле, мероприятия, потому что я вижу, что велосообщество, оно соскучилось по организованным формам проведения каких-то. Отрадно, что у нас со следующего года в России массово будут отмечать День велоспорта. Массово. С 23 года. В республике отдельно выделенный День велоспорта существует с 2010 года. Да. То есть мы оказались практически впереди всех субъектов Российской Федерации лет на 13, да? Минимум. У нас была очень хорошая форма, Женя помнит, организованная колонна. Мы делали велопробег, да. Который называется, внимание, велосипедист-участник дорожного движения. То есть обычные горожане, они видят это явление. Они видят хорошо экипированных, организованных, сознательных велосипедистов, и ну, у них в сознании откладывается того, что это такие же участники дорожного движения. Я призываю всех 4 сентября в 18 часов с Комсомольской площади столицы. Я еще раз говорю, был очень приятно удивлен, когда в рамках межведомственного вот этого сотрудничества управление ГИБДД пошло навстречу вот этой инициативе нашего телеканала. Да, и мало того, что они одобрили профилактические, которые ну, к их полномочиям относятся, они поддержали еще проведение спортивной части нашего велодня, которая связана с выездом на дорогу общего пользования. Помните, я вначале говорил, что в принципе велосипедист может как транспортное явление передвигаться, но массовые какие-то, в том числе спортивные мероприятия, это требует отдельного регламента. Да. Отрадно, что и УПРДОР, и управление ГАИ пошли навстречу, и для той части, самой высокоорганизованной части велосипедного движения, вот просто, Александр Петрович, подумайте, человек купил, занимается спортом, троеборьем, к примеру, да, или там Ironman. У него есть велосипед, 1250 в среднем, да? Он отказывается выводить вот этот на разбитый асфальт, потому что вот такое колесико, да, оно у него погнется. Проведение шоссейной велогонки, факта самой шоссейной велогонки, это сигнал о том, что в регионе, на самом деле, очень хорошая динамика по дорожной сети. Асфальт нормальный. Да. Можно проводить шоссе, можно Тур де Франс проводить, Джиро д'Италия и так далее. Да, верно. Понимаете? Да. И еще раз, отдельное внимание, в том числе контролирующих органов, к явлению как спортивное соревнование на шоссе, это привлечет и внимание, там же будут мимо проезжать, оказывается, им специально внимание уделили, выделили силы. Это на самом деле будет очень такое. Отрадно у нас зарегистрировалась очень самая подготовленная часть спортсменов. Вот Евгений с ними катает пару. Да, ребята, прямо сказать, элита велосипедного спорта. То есть люди действительно, как сказал Дмитрий, они ждали этого мероприятия, потому что мероприятия такого уровня, они редко бывают в Якутии. То есть проводится что-то такое немножечко неформальное. Да, серьезная такая гонка была очень давно.
И теперь, когда есть возможность собраться, и при таких условиях, благоприятных для велосипедистов, благоприятных для горожан, это осуществить, мне кажется, здесь участвовать просто однозначно нужно. Да, ну хотелось бы, чтобы это происходило и в начале сезона. Да, и, это нужно сделать и доброй закрывался традицией. сезон, да. Да. И уже там Чтобы какие-то подпитывалось. итоги подводились, да, и это работало. Вот да, да. Да, на самом деле, смотрите, вот республиканский день велоспорта, он 2 суббота сентября. Да? Возможно, единый день голосования перенесется в следующем году. Почему мы перенесли на 4? Ну да, да. Международный день велоспорта отмечается 31 мая. Это просто для сведения, да, то есть начало сезона. Да. И, Ну, логично, то есть велосипедисты же как и мотоциклисты, они Сезонные. они выходят, да, когда асфальт отогревается более-менее. И 31 и вот в сентябре отмечать вот эти две даты, еще раз говорю, при поддержке контролирующих органов, органов правопорядка, обеспечивающих безопасность на дорогах, это первоочередная задача вот новой федерации, которая Да. регистрирует, Безусловно. уже прошла регистрацию в республике. Да? И еще раз говорю, вот те меры общественного контроля, совместная работа с органами власти, да, я вот просто некий мастер-класс для новой федерации по организации вот подобного рода явлений. Еще раз говорю, у нас 4 сентября соревнования для самых маленьких. 3 возрастные группы, 2+, 3+, 4+, да, разделены на мальчиков и девочек. Это Комсомольская площадь с 13:00. И шоссейный велодром, который начнется рано утром, с учетом загрузки Вилюйского тракта, который Да-да. в воскресенье утром будет Минимизировать неудобства, минимизировано, чтобы для скажем так, людей, да. И еще раз, ключевой, самый главный профилактический аспект данного велодня – это вот тот велопробег организован. Могут выйти на самом деле тысячи. Да, дай бог, мы будем рады, если Да. и мы тоже будем принимать меры, если, конечно, такое количество людей выйдет, мы уже Да. и личный состав, если необходимо будет, мы Распоряжение муниципалитета есть в Ну, рамках хорошо, вот тех, да, да, тех это- действий, которые мы обговаривали в рамках. То есть вроде бы все сделано грамотно, и просто остается призвать еще раз. Велосипед – это шикарное явление. согласен. Тренирует ноги, дыхалку, дает массу эмоций. Прикиньте, переночевать в велопоходе под звездным небом. Да. Александр Петрович, это, Да, я согласен, дорогого стоит, особенно. Дорогого стоит, да, конечно. это такой кайф, это ни с чем не сравнимое Безусловно. ощущение Свободы и свободы и просто- такого просто молодости, лета. Да, единение с Да, природой. и очень много народу этого хочет. Да. Еще раз, потом смотрим, ладно, отрицательное явление, бензин вроде у нас но есть же люди, которые разделяют зеленую позицию, экологическую какую-то. Да. Это Согласен. самый экологичный вид транспорта, который на дорогу, вернее, на работу приехал на велосипеде, тут у тебя организована велостоянка, ты приступил к велосипеду, зашел на работу, вышел. Это вообще прекрасно. Это чуть ли не идеальное общество мы описываем. Совместил спорт и работу, да? Спорт и Да. работа, Одновременно, И хобби ежедневно. еще, да. В летний период, согласен. И задача, на самом деле, отцов города, задача отцов республики сделать... ну вот, смотрите, еще раз, лет на 20 назад перенесемся, для колясочников, для маломобильных людей. Мы не говорим, что велосипедист маломобильный. Мы говорим, это такая же часть дорожного трафика. Да, То есть, безусловно. если колясочников сделаны пандусы и так далее, то смотрим, объездная дорога велодорожка, да, кульбертиновая велодорожка. Велодорожка я, Евгений, запланирую от пригородного до площади Это Победы отличный планирую. да, вот это вот Дай будет бог, действительно да. здорово, да. Да, и на самом деле я прошу отцов города не обижаться на слова Евгения о том, что там будет и второй слой, и если надо будет и третий, я так думаю, да, чтобы вот этот факт того, что вот катит коляску мама, и тут его обрызгивает какой-нибудь Коля Никифоров, Да. Ну, согласитесь, неприятно. Да, как минимум. как минимум. Да, как Хорошо, что у нас дожди там по церковным дням только, там спасовские дожди идут, да? И льняные дни бывают Да, и так да, далее. То есть, верно. льняный день, а давай-ка я Ну, прокатимся с одену, ветерком по велодорожке. непромокаемый плащ Да. такой и так далее. Все верно. Поэтому спасибо огромное. На самом деле, еще раз, Спасибо. первый опыт открытого такого взаимодействия с руководством ГАИ, потому что подполковник полиции, Да, я рад, что человек, мы который пообщались. отвечает за ДПС в Здорово. ГИБДД, это прийти вот так на неформальное общение с представителями велодвижения. Это очень здорово, я считаю, да. Спасибо, Мы будем Евгений. дружить, я думаю. Василий Васильевич, да, нет, ну, я Вообще думаю, регулярно супер. надо это делать, и не только по велосипедам, да, у нас
по велодвижению и так далее. Много вопросов. Тем-то много на самом деле. И по линии, да, дорнадзора, да, вот именно, тоже вопросы возникают. Здесь мы будем рады, честно говоря, и мы готовы будем ответить на любые вопросы. И если есть какая-то где-то позиция, там, мы готовы отреагировать даже. Отлично. А смотрите, степень самоорганизованности велосообщества я проиллюстрирую таким. Вот вы видите, какие масштабные мероприятия запрыгивают? Да. Не потрачено ни рубля. Ну, это молодцы. Ни одного Да, рубля. да. То есть вот тот факт, то, что вы лично, Александр Петрович, пошли навстречу, тот факт того, что руководство Пурдора пошло навстречу, руководство Минспорта пошло навстречу, вот эти все вещи сложили такое... На самом деле, можем же, когда захотим. Конечно. Мы делаем такой праздник для всех. Еще раз говорю. Я как-то катался, знаете, вот на таком, называется боншейкер, костотряс. Велосипед с большим Большим передним колесом. колесом и с этим. В Америке катался, да? Незабываемое ощущение. Ну, надо полагать. Явлению 100 с лишним лет, и явление никакими отрицательными, ну, кроме печальной статистики, не обладает. Но давайте вот это, у нас в наших силах сделать так, чтобы вот этой статистики сошла на нет. Что когда, если водители, пешеходы, велосипедисты, они поймут права и обязанности друг друга в отношении каждой из категорий, да, участников дорожного движения, то у нас будет то самое идеальное общество в плане транспорта, в плане дорожного движения. Да, чтобы каждый участник дорожного движения уважал друг друга, уважал велосипедиста, Окружающих, пешехода и И водителя. было четкое Александр взаимодействие. Ильич, скажите, а если не уважают, заставим. Да. Да, конечно. Это программа «Один из нас». С вами был Дмитрий Аргунов. Еще раз, завтра, 4 сентября, мероприятие велодня. Присоединяйтесь. Комсомольская площадь, центр такого общественного. И массовый велопробег состоится ровно в 18 часов по улицам нашей прекрасной столицы, которая объективно преображается последние годы. Согласен. Спасибо. Спасибо.